Павлов Афанасий Афанасьевич, научный сотрудник отдела истории и этносоциологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Автор научных статей и монографий по истории. Научные интересы, история Великой Отечественной войны, жизнь и деятельность губернатора Ивана Крафта, история образования и просвещения в Якутии XVIII-XX века, кандидат исторических наук. Добрый день, уважаемые товарищи. Тема моей лекции губернатор Иван Иванович Крафт, представитель власти нового мышления начала 20 века. О губернаторе Крафта, наверное, вы слышали. Это человек, крупный государственный чиновник, представитель власти начала 20 века. Он родился в современной Белоруссии и оттуда с семьей переехал в 1864 году в Минусинскую область Красноярского края. Иван Иванович Крафт – человек дворянской семьи. Отец его служил войсковым писарем небольшого гарнизона и там растратил большую сумму денег, а также его обвинили в участии в национально-освободительном движении Польши. Поэтому он был лишен дворянского титула, звания и приехал в Минусинский край. В общем, Иван Иванович Крафт, когда он повзрослел, стал добиваться возвращения его дворянского звания. Учился он сперва в домашней школе, затем в приходской школе. После окончания приходской начальной школы дальше учебу он продолжить не смог и стал помощником писаря в селе. И за это он получал в месяц 3 рубля денег. И на эти 3 рубля, как он сам потом выражался, умудрился он жить. Человек он, как работающий, деятельный, быстро пошел в карьеру и работал почтальоном, потом устроился в полицейское управление и стал помощником полицейских. И скоро он познакомился с губернатором Читинской области Барабашем. Барабаш быстро его оценил его рабочие способности и назначил себе советником по инородческим вопросам. Так он поднялся по карьерной лестнице, затем через некоторое время Барабаша назначают генерал-губернатором степного губернаторства и уезжает в современный Казахстан. И здесь он тоже подружился с казаками, быстро выучил казахский язык и стал издавать там, редактировать Тургайский вестник. Когда стал это помощник губернатора, добился открытия киргизских школ для киргизов, но, конечно, обучение проводилось на русском языке, и близился с церковниками. Одним словом, он показал себя как хороший администратор. Затем он поступил сотрудником Министерства внутренних дел. Переехал в Петроград и продолжил свою работу, тоже по инородческой политике, и закончил археологический институт. В 1906 году его Сенат назначает исполняющим обязанности губернатора Якутской области. Познакомился с теми, кто это раньше работал, чиновниками, и также он изучил якутский язык. Тут я, как исследователь, пытался найти этого человека, кто учил его якутскому языку. По всей видимости, его учил этот известный общественный деятель, глава Батрутского УВУЗа Николай Егор Дмитриевич. В 1907 году он в апреле месяце приехал в Якутск.
Ну, ехал он, конечно, с Иркутска санным способом и приехал без семьи, без ничего. 27 марта он написал Ставыпину телеграфом. Он уступает 5 числа губернатором Якутской области. В то время был Якутск небольшим городом, всего там проживало 9 тысяч человек, и в основном разговаривали все на якутском языке, и он быстро нашел общий язык с местными жителями. Губернатор, в первую очередь, он как приехал, сразу начал обследовать город, познакомиться с делами, документами, и пришел к выводу, что область остается сильно от других центральных областей. И он поставил задачу сделать Якутскую область более передовым в своем развитии. И над этим он работал, у него была папка, зеленая папка так называемая. Эта папка до сих пор хранится у нас в архиве. Эта папка, он вносит все свои планы, все коррективы и прочее, поэтому он очень сильно работал над этим планом. Чем он известен? Во-первых, он большое внимание уделил землепользованию. Якуты в основном сами земледелием почти не занимались. Земледелием занимались это русские и те, которые жили в пригородах. В основном занимались они выращиванием хлеба и картофеля. Все-таки это картофель, хлеб, это были основной пищей для населения. Он уделил особое внимание и поэтому заказывал лучшие сорта пшеницы, ячменя, ржи и так далее. В Центральной России он купил это, эти семена привез сюда, и потом эти семена он отправил в Колымск, Верхоянск и Вилюйские области, округа. И здесь они картошку выращивали, но он инструкции писал, что эта картошка нельзя есть в первом, втором, третьем году. Так, и с каждым годом картошка все увеличилась, и в конце концов в 5 году он говорил, что это можно теперь есть, употреблять пищу. Обратил серьезное внимание на развитие скотоводства. Он считал, что якутские коровы и лошади являются исконно местными, и они дают большую прибыль для местного населения. И являются они в основном ездовыми и идут на питание. И с этой целью он выписал из центральных областей несколько лошадей, жеребцов, а также холмогорскую породу. Холмогорская порода коров, это у нас в Якутии хорошо прижилась, и до сих пор это Холмогорье является одним из лучшими породами в северной части России. Далее он хотел развивать пушную промышленность, предлагал заводить чернобурки, песцы, песцов, висить и так далее. Но с этой затеей он договорился с несколькими людьми, местными людьми, они получили неплохие плоды. Ну, дальше он занимался рыбной промышленностью. Он этой рыбной промышленностью как занимался? Он, во-первых, хотел сделать консервы. Для этой цели он пригласил одного немца, тот раньше жил в Архангельске, поэтому имел какой-то опыт, приехал, но таких у него способностей работать в условиях Якутии, оказывается, не было, и поэтому он в скором времени уехал. Хотя из якутской рыбы можно сделать очень хорошие консервы. Эта затея так и осталась невыполненной. Но он также взялся за устройство дорог. Во-первых, он хотел, чтобы Якутия была присоединена железной дорогой. Этот вопрос он несколько раз поднимал Ставыпину, прямому своему начальнику, а также и другим разговаривали на эту тему. Но все-таки государство не нашло денег. Первое время, это до Первой мировой войны,
как будто император Николай II согласился с этой затеей, но в скором времени он тоже отказался, потому что в войне не хватало самих денег. Ну и вот поэтому эта железная дорога была, потом это заброшено, поднял потом это Максим Кириллович Мосов, доходил до Сталина. Все-таки Сталин как-то согласился на эту тему, и только в 70-х годах началось строительство железной дороги до границы Якутии. А раньше основным видом транспорта у нас был пароход. Примерно ленинское пароходство увеличилось в кораблях и стало ведущим в России. Ну, дальше думал он о автомобильной дороге. Правда, есть байка о том, что он привез один автомобиль, и это долгое время, говорят, держали этот пожарной части. Из-за отсутствия запасной части автомобиль это не работал. Ну, все-таки этот человек был очень деятельный, все-таки он предложил построить хотя бы соединить Якутию с Амурской дорогой, железной дорогой, и там автомобильным путем. Но этот вопрос тоже был решен только перед войной и в годы войны, и Якутия появились первые автомобили в 30-х годах прошлого века. Решил упорядочить охоту. А раньше заметил, что оказывается, местные якуты, старожилы всегда очень хорошо относятся к срокам охоты и не нарушают эти сроки. И заметив это, он, например, издал местный свой закон о запрещении охоты в такое-то время. Время гнездования, время их скрещивания. Поэтому вот удалось сохранить остатки соболей. Сейчас соболь тоже находится на грани исчезновения, поэтому тоже требуется сейчас строгого контроля над охотой этого ценного зверька. Ну, дальше пути сообщения у нас улучшаются, были созданы новые дороги, колесные дороги так называемые, то есть это на телегах можно ездить и в летнее время. Это с каждым годом у нас расширялось, поэтому вот с Вилюйском, Овеком и другими вот пригородными поселками связи были очень хорошие. Также он ввел в эксплуатацию телефонные аппараты. В первое время даже чиновники были против. Ну а зачем этот телефон, когда у нас есть этот курьер, можно его послать туда и обратно, и быстро получить ответ. Ну, а все-таки, когда начал работать первый телефонный аппарат, люди удивлялись, как это человек говорит издалека, а слышно вот тут, прямо как будто рядом. Это тоже была большая новизна в нашей жизни. Про кинокартины, наверное, вы знаете, первые кинокартины у нас появились еще до Крафта, но тем не менее сильное развитие получили при нем. На месте Центрального кинотеатра стоял маленький кинозал, там показывали, ну, цены это были в то время очень дорогие. Например, 5 копеек для общего населения, а те, которые владеют большими деньгами, платили 20 копеек, 50 копеек и так далее. Да? Губернатор Крафт очень много сделал для медицины. Некоторые говорят, остановка областная больница, да, сейчас. Хотя могли бы сказать, это городская или республиканская больница. Но в то время приняли как название областную больницу. Ну, в то время машин не было, автобусов не было. Он упорядочил систему движения кучеров. 80 человек обслуживали городское население своими лошадьми. Конечно, они держали эту лошадь в городе, так. Поэтому вот этот вынуждены были убирать за собой, за лошадьми, и поэтому вот губернатор им поставил условия двигаться направо и на левой стороне вот так. А то кто как мог, так и ехал раньше, до этого. То есть движение улиц он
регулировал. Ну, улицы у нас такие были, немощенные. Сами сейчас до сих пор, наверное, знаете, в некоторых пригородных улицах нельзя ходить. И летом, и осенью. А в то время тем более. А губернатор на это дело обратил серьезное внимание. Он приказал, чтобы каждый хозяин двора должен сделать там маленький тротуар от себя до следующего соседа. При его губернаторстве Якутска начал создавать свое пиво. И специально это чиновники из Иркутска говорили, что лучше, чем иркутское пиво. Видимо, тут работали это чехи, чешские производители, они знали, как делать это пиво. Поэтому вот якутское пиво очень в то время ценилось. Очень много сделал он и для сельских больниц. Вот, например, Чуравчинская больница Сокольникова. До сих пор люди вспоминают, что это была действительно это хорошая больница была в то время. Ну, бандиты сожгли его в годы гражданской войны. И он оборудовал эту больницу, и причем эта Чуравчинская больница лечились не только татинские, мегинские, даже иногда, говорят, приезжают туда лечиться и городские жители. Больницы были открыты в Середнеколымске, Вивиуске и так далее. Ну, одним словом, больниц стало много в то время. И аптекарей тоже было достаточно в то время. И цены на лекарства упорядочил, что это, чтобы людей не обманывать. Так, он порядок навел и в торговле продуктами. До начала Первой мировой войны Якутск снабжался продуктами довольно хорошо. Вот мясные были у нас очень дешевые, чем, скажем, в Читинской, Амурской областях. Дешевые были у нас мясо. И обязательно те, которые работают с мясом, должны были надеть хороший халат, рукавицы должны иметь, и там это ножи и прочее должны лежать на ткани какой-нибудь. И должны раздать это мясо, разделать, раздать покупателям должны были только в рукавицах. Руками они не должны были трогать. Ну, в то время, когда он начал работать, у нас появилась эпидемия оспы. Строго следил за тем, чтобы обработать пароходы, пристани и вещи пассажиров и так далее. Он на это дело обратил серьезное внимание. В то время вот удобства не было, поэтому каждый хозяин держал туалет. А в туалете он делал что-то специально, там держал хлорку и так далее. Одним словом, сделал все, чтобы не было эпидемии. Так и случилось, что эпидемии холеры в то время у нас в Якутии не было. Очень много сделал для народного образования. Было построено очень много школ. Так, примерно количество школ у нас увеличилось при годы его работы почти 3,5 раза. В школах учились не только дети богатых, но и учились дети бедняков, и инородцев и так далее, ну, простых казаков и так далее. Вот, одним словом, работа школ сильно улучшилась. И даже у него была мечта, об этом даже у него документ он составил, ввести обязательно начальное обучение. Это годы советской власти, только это 30-е годы это удалось осуществить. Беспризорных детей было очень много. Поэтому уже работали 3 детских дома, приюта. Богатые люди это держали, помогали, чем могли, и поэтому у нас появилась хорошая услуга для маленьких детей. А чтобы привлечь подростков, он затеял военное воспитание. То есть это записывали всех детей, человек 100, и они каждый день занимались военным делом. Ну, им дали это оружие деревянные и прочее, там формы шили для своих детей. И потом они каждый день маршировали по Якутску, и зевак так много было, они все смотрели на это затею губернатора. Губернатор теперь мог говорить, у нас нищих детей и прочих нет, у нас подростки не нарушают законы. Он мог это сказать, потому что
Так и было в то время. Вот примерно в 1911, 12, 13 годах вот такие затеи были. И люди с благодарностью вспоминали первые годы советское время, как сумел этот губернатор Краб удержать молодежь от преступления. Особое отношение он вел с ссыльными. Ну, в то время это ссыльные, это в основном все писали, что это преступники, они враги порядка и так далее. Ну, конечно, уголовников было много, но тем не менее, вот я должен заметить, что, например, годы Венского восстания, когда был расстрел венских рабочих в 1912 году, в Якутске не было никакого инцидента с полицией. Потому что полицейские ссыльные понимали, что Краб им вел хорошие условия жизни, обеспечивал работу, улучшилось питание и так далее. Поэтому что буду бастовать против правительства? Поэтому вот этот иркутский генерал-губернатор Князев похвалил, что в Якутии все в полном порядке. Поэтому губернатор Краб в своих докладных записках писал, что в верном мне области все спокойно, соблюдается порядок. Он имел очень хорошие отношения с политическими ссыльными. Политические ссыльные он, например, Кузнецова назначил директором музея, так, работая медиками, учителями и так далее. Ну, одним словом, давал им хорошо жить. И в сельской местности тоже навел порядок. Так. А он говорил, например, уголовников надо держать специально в лагере. И пусть они там работают, и так далее, и так далее. Вот, например, в Намском районе есть Хатын-Уряг местность, да? Там больных ссыльных держали туда, политических ссыльных. И они тоже очень спокойно жили. Его назначил в 1913 году губернатором Красноярского края. Провожал весь Якутск. Так, ну, в Якутске я сказал, что проживало около 8 тысяч человек, а на Пресне собралось 5 тысяч человек в то время. Вы понимаете, да? Вот так его уважали. И хотели горожане устроить ему торжественный обед, проводы, он отказался от этого, сказал, эти деньги раздать бедным детям. И поэтому это, конечно, там при большом стечении народа он поблагодарил за то, что и народ благодарил, и церковь, и прочее, все поблагодарили его. Ну, особенно была трогательная встреча с Василием Васильевичем Никифоровым. Никифоров сказал, что его именем Крафта будет установлена стипендия для тех, кто учится в центральных вузах. Растроганный Крафт в слезах поцеловал это Василия Васильевича Никифорова. Это первый случай, когда такой человек-губернатор целуется с простым человеком. И таким образом, под торжественные звуки гимна, он сел в пароход и отправился по Вене. И до Иркутска летели на его имя телеграммы со всех концов Якутии. Все благодарили, все хвалили. И таким образом вот этот благодарный Якутск присвоил одной из улиц его имя. Это имя сейчас, наверное, вы не знаете, какая это улица. Улица носит название Каландаршвили, к великому сожалению. Сейчас это имя Крафта присвоено пригородной улице, где, можно сказать, добраться только на машине. И решили его сделать почетным гражданином города Якутска. Народ с большой радостью, он все это воспринял, и до сих пор это имя, как говорится, живет в наших мыслях.
Дальше он был родоначальником Русского географического общества. Он впервые поднял вопрос, что Якутии надо научно изучить, и потом это богатство Якутии, как говорится, дать народу. И таким образом он впервые перед государственным руководством вопрос о учреждении Русского географического общества. Это общество было создано в 1914 году, и хотя его не было, но все равно люди там его приняли почетным членом Русского географического общества. И долго стоя аплодировали, когда было произнесено его имя. Так образованная интеллигенция вспомнила о своем губернаторе. Он тяжело заболел, и в 2014 году, в ноябре месяце, он скончался в Петербурге. Его лечили в Берлине, но тем не менее и немцы в то время тоже не смогли, хотя болезнь была не так уж страшная. И таким образом он скончался, когда ему было 52 года. В заключение хотел бы сказать, что все-таки красноярские товарищи более деятельны, они сейчас снимают кино о крафте, меня все материалы взяли. Таким образом получилось, что нас опередили, это красноярские. Они больше вспоминают об этом человеке. Время подходит к концу, пожалуйста, задавайте вопросы. Каким образом он выстраивал взаимоотношения с Карлом Лишевичем, архитектором, который украсил наш город теми архитектурными сооружениями, которые до сих пор действительно мы сохранили, и они являются тоже памятниками Ивану Ивановичу Крафту. Действительно, это наш город в то время был деревянный. Вот энциклопедическое время Брагауза, там сказано, похож на купеческий поселок. Вот все каменные здания, которые мы знаем, да, сейчас Академия наук, здание Академии наук, библиотека наша, это центральная библиотека, а также этот дом художеств, это бывшее казначейство и так далее. Все были построены при его жизни в каменном варианте. А главным архитектором был Лишевич. Но потом, после отъезда Крафта, случилась авария в одном его здании. Обвинили этого Лишевича, он вынужден был уехать, и больше он к нам не возвращался. Ну, человек, он в годах был, и его ими построенные здания до сих пор, как говорится, живут и работают. Даже деревянные тоже он проектировал. Так что о нем тоже не надо забывать, об этом человеке, Лишевиче. Мы Ивана Ивановича Крафта имя слышим, конечно, достаточно часто, но вот считаете ли вы его действительно одним из самых гениальных генерал-губернаторов, значит, нашего региона дореволюционного времени? И вот это первый вопрос. Второй вопрос. Он, когда к нам направлялся или когда приехал, ознакомившись с делами, вы сказали, что он, значит, поставил перед собой задачу вывести наш регион в число самых передовых, в стране. Да? Вот добился ли он этой задачи, поставленной задачи? Вот. Можно сказать, что только он сделал очень многое. Об этом я рассказал все-таки. Но, как говорится, Якутия была самой отсталой окраиной Российской империи. Следовательно, тут не один крафт нужен, а может быть 5-6 крафтов требуется, наверное. Он, как человек, спал, говорят, 3-4 часа все в сутки, а остальное время он работал. Он принимал посетителей 6 часов утра, и все вопросы он решал самостоятельно. И, конечно, подобрал себе лучших людей, которые в то время, и они ему здорово помогали. Даже школьника принимал, это губернатор. Вот, например, это один из первых зачинателей якутской литературы, Неустроев Николай. Он дважды посетил губернатора, дважды.
Во-первых, его не приняли, это реальное училище. Во-вторых, из-за отсутствия этих документов, потому что окончил начальную школу, его не приняли. А во-вторых, он посетил этого губернатора, это Неустроев, когда ему отказали. Второй раз получается, да? Вот это, когда ему отказали принять. Но все-таки тогда губернатор вызвал этого Василевского, инспектора по народному образованию, и сказал, это человека, ребенка надо брать, он это хороший, самостоятельный человек, надо идти на уступку. Он подготовленный, а раз он подготовленный, значит, пусть весной сдает экзамены. В таких условиях его взяли в реальное училище. Вот так. Ну, дальше к нему заходили студенты. Вот, заходили студенты, например, это Зябкина, заслуженная ученица Якутской АСР, она заходила и попросила ее отправить на учебу. Губернатор согласился, дал ему деньги и так далее, и она стала одним из ведущих учителей Якутской АСР и стала заслуженной. Вот такие моменты есть. Так что он принимал всех, несмотря на трудности. Как вы думаете, мог ли Крафт дольше оставаться губернатором Якутии и какие бы плоды это принесло? Крафт не только был губернатором, он даже писал стихи. Находил время и писал стихи. Он в одном стихотворении говорит, пишет, что он полюбил этот суровый край, как свой родной, и хочет остаться здесь, ну сказать, вечно. Вот, но судьба его бросила в другую сторону. Семья, жена не согласилась приехать сюда, она оставалась в Петербурге, это вторая жена, и с ней больших связей не было. Когда он приезжал в Петербург, обычно он останавливался в гостиницах, к жене не заходил. А тем не менее он платил положенные деньги ей. Ну, как сказать, налог или что там, этой женщина. На содержание этой женщины губернатор платил 25% своего дохода, зарплаты. Вот такие моменты были. Так что этот губернатор полюбил наш суровый край. Есть даже рассказ, что познакомился с одной якуткой. Но, видимо, она не ответила взаимностью. И так у нее ничего не случилось. И причем этот церковным браком был обвенчан со своей женой, а расставаться никак не мог. Расторгнуть брак не мог. В то время законы такие были. Все-таки я над Крафтом работаю и сейчас. Возможно, еще продолжение этой книги будет. Вот. Я получил много материалов от Иркутска, Красноярска и также Минусинского края. Вот они мне дали много материалов. Теперь я точно знаю, кто его родственники, кто его родители, как они устроились, как они работали в советское время и так далее. Так что, ну, если Бог позволит, я докончу эту работу где-то 160 Крафта. Так что большое спасибо вам за то, что вы меня поддержали, слушали. Да. Желаю вам всего, как говорится, всего наилучшего, успехов в работе. И вот это вы работаете в огромное здание, распространяете историю нашего народа, России. Это все-таки у вас огромное богатство, и это пусть это станет всенародным достоянием. Спасибо.